Если вы соблюдаете несколько советов, которые я сейчас скажу, у вас точно хорошо получается партнерство. Ребята, то, что сейчас я поделюсь с вами опытом, это обошлось мне несколько миллионов долларов. И, пожалуйста, запомните их, пишите их у себя в тетради и практикуйте их. Первое, что вы должны делать, сами первые, никогда без анализа не заходите ни с кем в партнерстве. Все мои ошибки были связаны с этим. Я заходил в партнерство без никаких финансового анализа. Второе. Без юридического анализа никогда не заходите ни в одном партнерстве. Где вы вкладываете более 10 тысяч долларов, всегда сначала бумага, потом деньги. До 10 тысяч долларов, ладно, это небольшой риск, можете как-то как предоплата 3 тысяч, 5 тысяч, ладно, заходить. Следующее, третья важная вещь. Когда вы партнером начнете работать, лучше сначала подпишите с ним партнерское соглашение. Партнерское соглашение много пунктов держит. Я скажу вам 5 основных пунктов, которые в своем опыте начал делать, и это работало для меня. 5 основные вещи. В самом начале партнером обсуждайте все проблемы этого бизнеса, риски этого бизнеса. Озвучивайте, скажите, какие проблемы есть в этом бизнесе. Не говорите о прибыли, не говорите о доходе, говорите, какие проблемы есть в этом бизнесе. Сначала посмотрите на глаза человека, внимательно смотрите на него. Он может ли вам правду сказать? Когда люди говорят правду, вы чувствуете. Потому что вы все равно будете с другими тоже посоветоваться, в конце концов. Он же не единственный в мире, кто этим занимается. Поэтому вы все равно узнаете. А если сейчас не узнаете, через год, зайдя в партнерство, все равно узнаете. Поэтому в самом начале спрашивайте, какие проблемы в этом бизнесе. Самый первый шаг. Спрашивайте об этом. Второй, скажите, что можно зарабатывать, какой потенциал, какой перспектива этого бизнеса. Узнайте эти вещи. Третья вещь. Начните говорить, хорошо, какую ответственность берешь ты? Кто берет, какой риск? Делите ответственность. Если ваш партнер не хочет брать на себя риск, не работайте с ним. Вообще не работайте с ним. Потому что эти люди завтра станут обузой для вас и проблема для вас. Если он не готов брать ответственность, разделите ответственности. Сразу разделите ответственность, разделите риски. Узнайте, посмотрите, какой риск он берет на себя. То есть третий пункт, риски разделите. Третий пункт, какой риск он берет на себя. И какой риск берете вы. Четвертый, какой ответственность он берет, что он будет делать, то есть его вложение. Что он будет делать, что вы будете делать, что он вкладывает в бизнес, что вы выкладываете в бизнес. Это очень важно. Пятая вещь, его ожидания и ваши ожидания от бизнеса. Вы открыто спросите, у тебя какое ожидание от этого партнерства? Пожалуйста, давай пишем партнерское соглашение. Давай пишем мое ожидание о партнерстве. Что я хочу получить это? Какая твоя мотивация, какая моя? Почему мы это делаем? Когда вы это все прозрачно и ясно вытаскиваете, все напишите, даже плод, когда вы пишете даже риски, тогда вы все это пишите, это 5 пунктов. Потом после него пишите, даже плод обсуждайте до самого смерти, как расстаемся. Это обсуждайте. А если что, как будем расставаться? Это очень важно. Как будем расставаться? Вдруг не получилось, вдруг не пойдет, вдруг чего? А как расстаемся? А вдруг, если кто-то из нас умер, твоя жена или твои дети, может быть, не хотят этим заниматься, или кто-то другой. Все эти вещи обсуждайте, пишите партнерское соглашение. Это очень важно. За годы моей работы я от того, что больше 50 партнерских отношений. Я точно не могу сейчас, надо сидеть почитать, я могу вам точно сказать, но это больше 50. 67 проектов, из них больше 50 партнерств. Опыт накопилось. А когда вот это все становится ясно, я заметил очень интересную вещь. Очень-очень интересную вещь. Смотрите, я сейчас буду и недостатки говорить, и плюсы сказать. Если в вашем партнерстве, например, непонимание, в вашем партнерстве вы пытаетесь работать, один хочет, чтобы работали, а второй сомневается. А третий хочет, но он вообще не понимает. И тогда в этом моменте нету понимания. Соответственно, в голове партнеров постоянно о чем? В голове партнера будут мысли о другой партнер. То есть, вместо того, чтобы они думали о развитии бизнеса, у них в голове всегда мысли о друг друга. Чтобы друг друга контролировать, друг друга, чтобы он не подвел, это врал, почему он так сказал, почему ты туда. В общем, море проблем.
Даже если тот человек, тот ваш партнер даже ничего плохого не имел, просто, но вам кажется, что он специально так делает, потому что у вас в голове будут море негативных мыслей. Соответственно, вы банкротитесь, и ничего хорошего нету, вы точно банкротитесь. Но когда все прозрачно, вот это все делится, как я сейчас рассказывал, соответственно, что произойдет? Знаете, в голове вашей и вашей партнер, у всех только одно – цель. Как компанию создавать, как развивать компанию. У вас в голове будет совсем другое. Вот, тогда вы процветаете. Поэтому мой совет к вам, вы можете долго в одну сторону идти только с тем человеком, у которого ценности похожи на вас. Ценности. То есть он точно так же смотрит на этот мир. Взгляды похожи на вас. Второе. Вы одинаково, можно сказать, у вас почти ближе ресурсы. Ресурсы, я имею в виду, у кого-то может быть деньги, у кого-то знания, профессионально. У кого-то знания, у кого-то связи. То есть у вас должно быть одинаковый вес, как колесо машины. Если одно колесо большое, второе маленькое, эта машина не ездит. Обязательно, это надо понимать. Дальше, когда в партнерстве вы работаете, вот, вы далеко можете пойти с человеком, который все прозрачно обсуждает и каждый деталь согласует. Каждый деталь. Откуда я научился согласовать? Однажды я работал в 2009 году с одним человеком. Он был 10 лет руководителем Таджик Текстила. Эта организация была самой крупной организацией в Таджикистане. 14 тысяч сотрудников. В Советском Союзе. И он был там руководителем. Однажды я работал с ним. И мы работали вместе, держали офис. Ему за 70, ему 73 может быть. Или вот так. Или может, но за 60 точно. За 60 это точно. Ну, 70 может быть. Не знаю, вот в этом районе. В общем, я не спросил ни разу ему, сколько ему лет. Акоса Адулло. И однажды, когда мы держали офис, это Чкаловский, и, знаете, он все согласовал со мной. Я не мог понять. Я же был молодой. Молодой же есть молодой, не все понимает. Даже пылесос купить, он звонил мне и сказал, может быть, купим из этих денег один пылесос? Я думал, ух ты, как классно. Он покупал. Потом через некоторые он звонил мне и сказал, может быть, жалюзи поставим, чтобы как-то тему. Я говорю, класс. Но эти мелочи у меня запомнились до сих пор. И я тогда понял, что в партнерстве не стыдно согласовать, это не унижение. Он взрослый человек, работал столько лет руководителем. Это нормальное явление в партнерстве, когда ты все согласуешься. И вы знаете, с того дня я начал это делать. Но очень важную вещь сейчас скажу. О какой партнере вы мечтаете, сначала самому станьте таким партнером. Если вы мечтаете о партнере, который честно работает, а сначала научитесь самому честно работать. Вас будут окружать такие люди, похожие, как вы сами. Если вы человек, который действительно хочет прозрачно работать, вокруг вас будут появиться такие люди, которые прозрачно будут работать. Если вы, я это заметил, в 2008 году я банкротился, потом 2, 3, 4 партнерства подряд, банкротство, потом один за других. Я не мог понять, почему так происходит. Конечно, то, что я сейчас вам сказал, у меня были вот такие ошибки. Я заходил без анализа. Вы представьте на минуту, ко мне приходит женщина из Караганды и говорит, я хочу открыть детскую клинику в Алмате. Она вот посещала мой тренинг, она говорит, я хочу открыть детскую клинику, вы не могли бы мне инвестировать? А я спрашиваю, сколько вам денег надо? Представьте, в тот момент я заработал 1 483 000 евро за 4 месяца. И мне показалось, что теперь я гений вообще, все умею делать. А я спросил ей, сколько вам денег надо? Она говорит, первоначально хотя бы 40 или 50 тысяч евро. Я спрашиваю кассу, говорю, дайте ей 50. Хоть верите или не так. Я даже не знаю, что за бизнес она делает. Я был настолько наивный, настолько простой. Потому что в 2002 годах, 2003 годах мои друзья, они правильный бизнес делали, я давал им деньги, и они мне без документов, без ничего, нормальный прибыль давали мне. Я, наверное, думал, что все такие. А потом эта женщина, наступил момент, когда у нее, я в долгах был и так далее, попросил вернуть деньги, она мне в суд подала.
что я требую у него деньги. И такой тоже пережил. Что я хочу сказать? Просто как от того, что я сам не понимал, от того, что я не был профессионал, от того, что иногда неосознанно делал такие вещи, такие хаотичные, неосознанные, непонятные партнеры у меня были. Вокруг меня. Такие люди были, такие, которые, как сказать, не профессионалы. Я не профессионал, и они не профессионалы. Такие, которые, знаете, просто хотят за счет кого-то разбогатеть. Поэтому, когда я это осознал, у меня один за других, когда не пошло, я сидел, начал работать над собой. Я очень работал над собой сильно. Это было 2009 год. Я 9 месяцев держал пост. Я отказался от всего плохое. Я отказался от любого слова вранье. Я отказался от всего, что если что-то делаю с кем-то партнером, не согласовать. Я все начал делать прозрачно. Понимаете? А какое общество вы мечтаете? Сначала самим станьте таким. А какое партнерство вы мечтаете? Сначала сами делайте такие поступки. Сами делайте то, что вы хотите, чтобы поступки партнеры были такими. Я начал так делать. И постепенно у меня поменялось мировоззрение. Я отказался от всего. Иногда у меня тоже были, я сказал раньше, что завтра сделаю, забывал, или тянул, и так далее, и так далее. Нет, я сказал себе нет. Так никогда не будет. Я начал очень прозрачно работать, очень честно работать. И вот тогда партнерство у меня начало процветать. И вот постепенно и в партнерстве, и в бизнесе. И самое главное, изменяя себя, улучшая себя, улучшаются твои результаты, улучшается твой бизнес. И тогда ко мне начали прийти более умные партнеры, более правильные партнеры, более духовные партнеры, и с которыми я доверяю и работаю хорошо, легко. Легко. Это очень хорошо. Поэтому, что такое партнерство? Очень важно, чтобы не надо пытаться зарабатывать за счет партнера. За счет партнера ты не процветаешь. У партнера нет много денег. Очень важно, чтобы с партнером вместе за счет рынка не научились зарабатывать. Не надо отдел тянуть к себе. Не надо все мясо мне, кости тебе. Не надо все тяжести тебе, легкости мне. Нет. Нельзя все тянуть к себе. Первый принцип, который в партнерстве работаете, всегда думайте так. Мне надо работать так, чтобы выгодно было со мной работать. Мне надо стать таким партнером, с которым выгодно иметь дела. Мне надо стать человеком, который со мной. Другие люди в выигрыше. Мне надо стать человеком, который другие мечтают работать со мной. Себя создайте таким. Вы знаете, я не говорю, что за один год. 10 лет ушло, чтобы я стал после того момента, к итогу я есть сейчас. Иногда меня сильно подвели партнеры, но я очень сильно работал. Очень-очень сильно работал над собой, чтобы вот это все наладить. И с помощью Аллаха потихонечку получилось. Постепенно. Поэтому первым делом самому станьте тем, о каком партнере вы мечтаете. Первым делом самому станьте таким человеком, о котором вы мечтаете. Это очень важно. Запомните мои слова. Откажитесь от тех вещей, которые делают вас слабыми. Самому станьте хорошим братом. Потому что это все взаимосвязано. Дело в чем? Дело в том, что иногда я заметил, что некоторые люди думают так. В бизнесе надо быть честным, а вот жену хитрить можно. И они ведут тайны жизни. Они думают, что якобы ничего сложного нет в этом, ничего страшного. То есть якобы здесь я честный, а вон там, да можно там как-то-нибудь расслабиться. Нет. Дело в том, что ваш характер исчезнет. Ваш характер похож на это стекло, понимаете? Вот в это стекло, как окна стекла, понимаете? Лобовой машина. Если ваш характер маленький трещины дает, чуть-чуть трещины дает, эта трещина никогда не восстанавливается. Она будет год за годом глубже, больше и больше будет. Поэтому если вы выборочно с людьми работаете, то есть
здесь с женой тогда можно. Или выборочно. Вот с этим человеком надо быть очень серьезно, очень честно. А этого можно тянуть, хитрить. А этого можно сказать, давай завтра, давай послезавтра. Если вы вот так работаете, вы никогда не станете успешным в партнерстве. Потому что вы всегда будете при первой возможности подводить своих партнеров. Потому что у вас будет характер такой. Что с этим давай по-честному работаем, а с этого можно тянуть. Это так нельзя. Вы должны понять, что любое дело, которое вы делаете в жизни, что партнерство, что бизнес, что семья и так далее, все эти вещи должны делать вас лучше, чем кто вы есть. Все эти вещи должны помогать стать вам мудрее. Вот в чем суть этого разговора. Поэтому станьте партнером, с которым выгодно работать. Надеюсь, что это вам на пользу пойдет. Работайте в партнерстве, потому что один лошадь. Физика, посмотрите, законы физика. Один лошадь тянет 3,5 тонны, тащит груза. Как прицеп, тащит. 3,5 тонны. Но 2 лошади тащит 15 тонн. Вот что такое синергия. Один трос, вот если вы видите, мосты тросами завязаны. Один трос 10 тонн держит. Но когда их делаете 2 и заворачиваете, они держат 2 троса 30 тонн. То есть появляется двойной шанс. Это очень важно понять. Я желаю вам успехов. Когда одна моя рука не может поднимать что-то, я поставлю вторую руку ему на помощь. А когда моя обе рука не хватает, я позову рядом с собой кого-то, чтобы кто-то рядом был, кто может рядом мне помогать, чтобы что-то сделать хорошее. Поэтому это помогает. Я делился с вами своим опытом. Желаю вам успехов. Удачи.